Расскажите, как у нас в районе обстоят дела с COVID-19? Насколько известно, в других районах наблюдается высокий рост заболевших. К сожалению, наш район не уступает другим районам, и у нас прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших. За прошедшую неделю было протестировано 36 пациентов, из них 20 оказались положительными. Но радует то, что пациенты переносят заболевания в легкой форме. Есть пациенты, которые у нас на амбулаторном лечении со средней степенью тяжести протекает заболевание. И все эти моменты, именно симптомы ковида, они локализуются в верхних этажах дыхательных путей. То есть пневмония прослеживается крайне редко, и если даже она выявляется, то она протекает без дыхательной недостаточности. Небольшая тенденция, к сожалению, присутствует. Ну, посмотрим, как время пойдет дальше. И за последний месяц, да, прирост намечается, но отяжелевших там пациентам, которым потребовалось реанимационное пособие и так далее, таких, к счастью, нет. С чем связано такое резкое увеличение заболеваемости ковидом? Ну, в первую очередь, это все-таки наплыв отдыхающих извне привезли, потому что в каждом регионе небольшая модификация вируса происходит, и тот иммунитет, который срабатывает в определенном ареале, он при попадании вируса с таким незначительным отличием, болезнь начинает разворачиваться. Вот. И так как у нас курортный сезон в разгаре, пик курортного сезона, то люди, которые переезжают к нам из других стран, они многие являются носителями, многие, как говорится, еще и не знают о том, что они заболели, и эта симптоматика потом начинает проявляться у них здесь. И так как они контактируют с местными, процесс распространяется и на местное население. Пока нет ужесточения, пока нет карантина, так как заболевание протекает в легкой форме, и нет пока еще таких массовых показателей, из-за которых уже вводятся карантинные мероприятия. Вот, поэтому, как только мы свыше получим указ о введении карантинных мероприятий, сразу же, конечно, все процессы, которые были развернуты на границе Ингур, они также возобновятся. Это термометрия, это тестирование экспресс и ПЦР. Вот. Но ПЦР-тестирование, оно не прекращалось. Ходят слухи, что будут закрыты школы, детские сады, что все это будет закрыто. Насколько это достоверная информация? Но пока подтвердить данную информацию я не могу, потому что ни в совещании оперштаба, ни свыше никаких указаний по данному направлению еще не было. Но такой момент может наступить, если болезнь начнет прогрессировать, и масштабы уже иные окажутся более весомые. Тогда, конечно же, этим всем, все то, что у нас было, может все это вернуться при усугублении ситуации. Но пока ситуация контролируемая. Мои рекомендации, как и рекомендации наших коллег, это масочный режим, себя оберегать и оберегать окружающих, то бишь, не зная о том, что ты больной, можешь заразить. Это раз. Во-вторых, если пациент почувствовал недомогание, признаки гриппа, то есть озноб, потливость, вялость, тогда, конечно же, надо ему сдать ПЦР-тест, удостовериться, что это не ковид, и уже предпринимать меры для лечения, и он уже не опасен для окружающих. Но если диагноз подтвердится, опять-таки самоизоляция. Мои врачи
в ЦРБ работают в штатном режиме, амбулаторные койки для ковид-больных функционируют и могут приходить за медицинской помощью, которая будет непосредственно им оказана.